Вы слушаете подкаст «Казах протест тарихы» студии «Булбул». Этот подкаст рассказывает историю протеста как политического и социального жеста в Казахстане с момента образования казахского ханства до 2022 года. Слово «казак» в названии не ограничивает рассматриваемые нами явления до сугубо одной этнической группы. Слово «казахский» здесь отсылает к тому, что это тоже часть истории Казахстана. Данный подкаст предназначен исключительно для информационных целей, основанной на информации из открытых источников и личных исследованиях. Подкаст не преследует цели разжечь межэтническую или иную рознь, как и не призывает к конфликтам. Вся информация предоставляется в образовательных целях для понимания исторических событий. Протесты в Советском Казахстане. Законодательная основа для мирных собраний и митингов в СССР. За почти 70-летний период существования СССР в этом государстве были приняты 3 конституции. В 1924 году, в 1936 году и в 1977 году. Первой конституцией советского государства фокус был направлен на окончательное юридическое оформление образования СССР. Документ 1924 года не содержал в себе глав о правах и обязанностях граждан, об избирательном праве и других важных явлениях в жизни государства и общества. Эти вопросы регулировали республиканские конституции. В Конституции СССР 1936 года уже появляется глава 10 «Основные права и обязанности граждан». В этой главе, статье 125, написано, что гражданам СССР гарантируется законом свобода собраний и митингов, свобода уличных шествий и демонстраций. Важно понимать, что у этого права есть очень критичная оговорка в преамбуле статьи, а именно в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя. То есть, если ваше собрание, шествие, митинг или демонстрация не соответствуют цели укрепить социалистический строй, то и права на мирные собрания у вас нет. В версии основного закона 1977 года сохраняется такая же формулировка. У Казахстана в составе СССР, как и у любой республики, была своя конституция, которая, впрочем, не имела идеологических расхождений с общесоветской конституцией. В ней тоже была статья, которая закрепляла право граждан на свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. И все же, несмотря на все запреты, протесты в советских республиках случались, в том числе и в Казахстане. Как правило, если нельзя было выразить мнение мирно, то в критический момент, когда напряжение достигало своего апогея, протесты и митинги становились массовыми, приводили к конфликту между сторонами и в итоге жестоко подавлялись режимом. Между тем, конфликты граждан с государством, как и любые социальные конфликты, особенно насильственные, были закрытой темой. Они не освещались ни в СМИ, которые были полностью государственными, ни в академической среде, ни в какой-либо другой публичной сфере. Это отсутствие альтернативных мнений о жизни общества и страны преподносилось коммунистическими идеологами как единство советского общества, где все всем довольны. Какими были протесты в СССР? Если коротко, то разными. В этом эпизоде мы сфокусируемся на протесте политзаключенных против жестокости лагерного режима, конфликтах на освоении Целины и других мегапроектах Компартии, а также гражданском протесте во время декабрьских событий 1986 года в Алматы. Кингирское восстание 1954 года.
Степной лагерь, или сокращенно Степлаг, находился в Карагандинской области. Он был одним из звеньев в длинной цепочке лагерной системы ГУЛАГа. Степлаг состоял из 6 лагерных отделений, расположенных в радиусе 75 километров. В каждом лаготделении выполнялись разные виды работ. От добычи и обработки меди на комбинатах до строительства и сельскохозяйственных работ. Администрация лагеря располагалась в поселке Кингир. Здесь же находилось 3-е лаготделение, в котором в 1954 году произошло крупное восстание. На 10 июня 1954 года в Степлаге содержались 20 698 заключенных. 16 677 из них были мужчинами. Женщин было 4021 заключенная. Основной контингент заключенных, отбывавших сроки в Степлаге, были политическими заключенными, то есть осужденными по таким статьям, как измена родине, шпионаж, участие в антисоветской деятельности. Украинцы в этом особом лагере составляли большинство – 46,3% или 9596 человек. На втором месте по численности были заключенные из стран Балтии – 22,4% или 4637 человек. В целом этнический состав контингента заключенных был очень разнообразен. В лагере содержались казахи, белорусы, русские, поляки, немцы, армяне, татары, чеченцы и представители других этнических групп, а также иностранные граждане. По демографическому и социальному составу именно 3-е лагерное отделение, которое устроило крупную забастовку против надзирателей, состояло из молодых националистов, приговоренных на большие сроки. Это члены организации украинских националистов, партизаны из Польши, Литвы и других стран Балтии. Были среди заключенных бывшие солдаты и офицеры Красной армии. К моменту развития событий многие из них уже более 10 лет находились в заключении и знали, что у них нет никакой надежды на амнистию. К такому выводу они пришли после массовой амнистии заключенных 1953 года, которую провели сразу после смерти Сталина. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года были освобождены около 1,3 миллионов заключенных, осужденных за общеуголовные преступления. Например, разбой, кражу или хулиганство. Что касается политзаключенных, то амнистия их практически не затронула. На свободу в 1953 году вышли только те из них, кто были приговорены к небольшим срокам до 5 лет. Число таких политзаключенных было крайне мало. Амнистия спровоцировала сильные изменения во всей лагерной системе. С одной стороны, из ГУЛАГа на свободу вышло большое число работоспособного контингента лагеря. С другой стороны, в самом ГУЛАГе возник дефицит рабочей силы. В лагерях резко выросла концентрация конфликтного и непокорного контингента осужденных на большие сроки. Это и политзаключенные, и особо опасные преступники, и рецидивисты. Дух в рядах лагерной администрации пал на фоне предстоящих массовых сокращений. Все это привело к снижению уровня дисциплины в исправительно-трудовых лагерях. Состав Кингирского отделения Степлага стал ключевым фактором в развитии восстания. Для того, чтобы организовать и поддерживать восстание, нужен опыт организационного сопротивления. Такой опыт, например, имели многие заключенные литовцы. Они попадали в лагеря за организацию или участие в антисоветской деятельности, то есть за партизанскую борьбу против советской власти. Также в официальных заключениях прокуратуры говорилось, что одними из истинных руководителей беспорядков признавали украинских националистов. И еще с 1952 года управление Степлага сообщало высшему начальству, что нужно изолировать украинских и балтийских националистов от других заключенных. Но сделать это было сложнее, чем просто обозначить проблему. Заключенных было много, а места для их перераспределения мало. На протяжении 1953 года руководство Степлага докладывало в Москву об обстановке в стенах учреждения. Нарушение режима заключенными, подпольные организации, большое число заключенных по политическим статьям и другие факторы указывали на то, что лагерь выходит из-под контроля. Еще одной причиной для будущего восстания была сама администрация.
После смерти Сталина в 1953 году многие заключенные надеялись на смягчение условий в трудовых лагерях. Однако лучше не становилось. Более того, в Кингирском отделении Степлага нарушались даже указания МВД, данные после ареста Берии в 1953 году. Эти указания регламентировали отношения между охраной и заключенными. В частности, в них говорилось о том, что нельзя допускать в обращениях с заключенными хамства и грубостей, унижающих человеческое достоинство. О жестокости надзирателей в Кингире говорят как выжившие свидетели, так и итоговые отчеты комиссии МВД и прокуратуры, прибывшей в восставший лагерь из Москвы. Несправедливое отношение к заключенным только усиливало солидарность в бараках. Чтобы сломить дух политзаключенных и внести смятение в лагерный контингент, администрация Степлага подселяла в Кингирское отделение заключенных, осужденных за криминал. Но ожидаемого эффекта не последовало. Более того, криминальные солидаризировались с политическими и активно участвовали в восстании. В частности, в ночь на 17 мая именно они начали первые беспорядки, проникнув в женскую зону и хоздвор с целью объединить все пункты 3-го лагерного отделения. В лагере, осужденные по 58-й статье, то есть за контрреволюционную деятельность, пользовались авторитетом у выходцев из криминальной среды. Со временем это приводило к большему порядку среди заключенных и, в частности, к улучшению положения женщин в трудовых лагерях. Как пишет исследовательница и историкесса Марта Кравери в своей монографии, чем более организованы были политзаключенные, чем последовательнее они сопротивлялись администрации и уголовной среде, тем более уважительным было отношение к женщинам. Еще один метод, который использовала администрация ГУЛАГа, чтобы бороться с подпольными организациями, это перемещение осужденных из лагеря в лагерь. Так администрация надеялась разорвать связи и помешать подпольным организациям укрепиться в отдельно взятом исправительно-трудовом лагере. Сначала задумка властей удавалась, однако со временем эти постоянные перемещения начали работать против системы. Потому что благодаря перемещениям заключенные обменивались знаниями и опытом, заводили новые знакомства. От этого сопротивление внутри ГУЛАГа становилось более организованным и сильным. Заключенные Кингирского отделения Степлага, например, попали в Карагандинскую область из-за участия в подпольных организациях в других лагерях. Первые беспорядки 17 мая, когда было сломано ограждение в 3-м лаготделении, администрация Степлага жестоко подавила. Среди заключенных были убиты 13 человек, 43 получили ранения. Из числа персонала лагеря ранения получили 10 человек. Прекращение огня и вывод пулеметов из зоны проживания заключенных по приказу начальника УНВД Карагандинской области полковника Коновалова привели к тому, что фактически 3-е лагерное отделение оказалось в руках восставших заключенных. Для понимания, это 2 мужские и 1 женский лагерный пункт, общая зона хоздвора со складами продовольствия, снабжения, хлебопекарней и механической мастерской. Высокая организованность восставших, обеспеченность необходимым продовольствием, одеждой и даже возможность изготавливать оружие в мастерской – все это позволило Кингирскому восстанию продлиться 42 дня. После событий 17 мая из Москвы в лагерь прибыла комиссия, которая должна была расследовать события и установить степень ответственности администрации Степлага за смерть заключенных. Администрация была вынуждена сесть за стол переговоров с заключенными. От восставших была сформирована комиссия во главе с бывшим подполковником армии капитаном Кузнецовым. Всего в комиссии было 6 человек, по 2 человека из каждого лагерного пункта. Заключенные требовали сократить сроки наказания всем приговоренным к 25 годам и ускорить пересмотр дел осужденных за контрреволюционные преступления, установить для заключенных 8-часовой рабочий день, заработную плату заключенным платить наравне с вольнонаемными рабочими, начисление зачетов рабочих дней установить из расчета 1:5, разрешить свободное общение заключенных мужчин с женщинами, отменить ссылку после отбытия наказания, вызвать в лагерь на переговоры с заключенными члена президиума ЦК или одного из секретарей ЦК КПСС, то есть политическую фигуру, которая вызывает больше доверия. Были и другие требования, которые касались быта заключенных.
Не запирать бараки на ночь, убрать решетки на окнах в бараках, столовой и санитарных помещениях, упразднить следственный изолятор, пересмотреть производственные нормы с учетом сложности добычи меди, гарантировать 8-часовой отдых. Заключенные также требовали оснастить в женской части комнату гигиены. Комиссия из Москвы заняла двоякую позицию. С одной стороны, они стремились к примирению, обещали улучшения и в обращениях, транслируемых по радио, обращались к заключенным «товарищи». Комиссия обещала сохранить жизнь всем, лишь бы они вышли на работу. С другой стороны, комиссия пыталась посеять раздор между руководителями восстания и основным контингентом. Администрация готовила списки самых активных участников и участниц, чтобы затем строго их наказать. Несмотря на все шаги, которые предпринимала администрация лагеря и Московская комиссия, заключенные третьего лагерного отделения продолжали требовать переговоров с членом президиума или секретариата ЦК партии. В ночь с 25 на 26 июня комиссия МВД и прокуратуры в соответствии с приказами министра внутренних дел Сергея Круглова, генпрокурора Романа Руденко и председателя КГБ Ивана Серова начали операцию по подавлению Кингирского восстания. К операции привлекли 5 танков Т-34, 1600 человек, 98 обученных собак и 3 пожарные машины. Это был первый случай использования танков для подавления беспорядков в лагерях. Во время атаки по радио передавались указания для заключенных не оказывать сопротивления и оставаться в бараках до конца операции. Однако большинство заключенных третьего лаготделения оказало активное сопротивление. Спустя 2 с лишним часа штурм закончился. В результате погибли 37 человек, 61 получили ранения. Позже 9 из них умерли в госпитале. Среди войск 40 солдат были контужены и получили ранения. По свидетельствам участников событий, погибли сотни заключенных. Комиссия арестовала 436 человек. 36 из них стали участниками дела по Кингирскому восстанию, остальные были помещены в тюрьмы. 1000 заключенных, которые поддержали восстание, были перемещены на Колыму и Озерный лагерь. 6 членов комиссии восставших были приговорены к смертной казни. Только капитан Кузнецов избежал высшей меры наказания, несмотря на смертный приговор. Его спасли ценные свидетельские показания. Приговор Кузнецову заменили на 25 лет содержания в исправительно-трудовых лагерях. Его перевели в Карлаг и освободили в 1960 году, когда ГУЛАГ был расформирован. Среди нарушений, которые зафиксировала прокуратура СССР, расследовавшая бунты и восстания, отмечались пытки и издевательства, неправомерное применение оружия охраной, неспособность администрации обеспечить личную безопасность заключенных. Кингирское и другие восстания, которые произошли в 50-е годы в лагерях ГУЛАГа, стали примером борьбы заключенных за свои гражданские права. К 50-м годам система ГУЛАГа все чаще давала сбои. Несмотря на поражение, Кингирское восстание сыграло важную роль в распаде системы исправительно-трудовых лагерей. Массовые беспорядки в Тимиртау 1959 года. После амнистии 1953 года количество заключенных лагерей уменьшилось вдвое, вызвав серьезное сокращение дешевой рабочей силы для мегапроектов Советского Союза. С другой стороны, на свободе после амнистии оказалось более 1 миллиона людей, которые получили опыт тюремной и лагерной жизни. Не всем из них удавалось устроиться, потому что в обществе они часто воспринимались как чужаки и изгои. И даже если бывшие заключенные ИТЛ хотели начать жизнь заново, не всегда им это удавалось. Не улучшило положение и череда бунтов и восстаний в исправительно-трудовых лагерях Казахстана и Сибири, где особенно активно велось освоение земель. К концу 50-х годов стало ясно, что экономика СССР, основанная на принудительном труде заключенных, изжила себя. Итак, прежняя схема поставки дешевой рабочей силы на мегапроекты СССР уже не работала. Однако темпы промышленного освоения земель не позволяли сбавить обороты.
Кроме того, росла потребность страны в быстром хлебе, что вынудило руководство начать форсированное освоение целины. На все эти амбициозные проекты были призваны молодые и предприимчивые люди со всех концов страны. Сотни тысяч людей, с семьями или без, отправились навстречу высокой цели и новым перспективам. Однако то, что ждало их на местах, зачастую оказывалось максимально далеким от ожиданий. Необустроенный быт в палаточных городках, перебои с поставкой продовольствия, халатность местных ответственных органов и полное разочарование – вот чем в реальности оказывались амбициозные советские проекты для рабочей молодежи. Целинные районы и районы крупных строек постепенно становились источниками социального напряжения. Историк Владимир Козлов предполагает прямую связь между бунтами в лагерях и массовыми беспорядками в СССР во второй половине 50-х, начале 60-х годов. Помимо тяжелых условий, которые деморализовали преимущественно мужские коллективы, конфликтом людей толкало и то, что они находились в новых для себя условиях, вдалеке от привычного сообщества. На местах формировались уже другие сообщества, но неустойчивые, со слабыми коллективными связями. Чтобы понимать, зачем люди вообще участвовали в массовых конфликтах, важно учитывать следующие факторы. Во Второй мировой войне Советский Союз потерял 30 миллионов человек. На попечении государства оказались миллионы сирот и тысячи ветеранов, получивших инвалидность на войне. Накануне Второй мировой общество пережило годы большого террора и массовых репрессий, голод, а еще прежде гражданскую войну. К 60-м годам XX века Советский Союз был страной, которую на протяжении десятилетий сотрясали социальные, демографические и экономические кризисы. В таких условиях жили миллионы советских граждан. Историк Владимир Козлов обращает внимание на то, что в этих условиях огромное число людей переживали кризис идентичности, легко выпадали или были вырваны из устойчивого круга традиционного быта и бытия. Все они были в какой-то степени социально дезориентированы. Это создавало почву для асоциального поведения. В одной из своих книг Козлов выделяет два сценария конфликтов на целине и в районах крупных строек. Это конфликты между местными и приезжими, а также конфликты между разными новостроечными группировками. На сегодня более детальных исследований о демографии участников массовых беспорядков в Тимиртау нет. Это тема, которую еще предстоит исследовать историкессам и историкам. Поэтому в эпизоде мы не углубляемся в разбор мотивов, которые двигали участниками этих событий. В 1959 году в Тимиртау, где к тому моменту уже много лет полным ходом шла всесоюзная ударная стройка, произошли массовые беспорядки, которые привели к столкновению с правоохранительными органами и гибели людей. События в Тимиртау вписываются в тренд новостроечных беспорядков, происходивших в 50-е годы по всему Советскому Союзу. Однако была и важная особенность, которая отличала тимиртауские беспорядки от других. Дело в том, что в этих беспорядках местные власти стали объектом прямой и непосредственной агрессии, а в насильственные действия была вовлечена не отдельная конфликтная группа, а население рабочего поселка. В конце весны-начале лета 1959 года на строительство Карагандинского металлургического завода со всего СССР прибыло большое число молодежи в возрасте от 17 до 20 лет. Руководство стройки не было готово к приему такого количества людей. 2000 человек разместили в брезентовых палатках. В дождливую погоду многие палатки протекали. В палаточном городке не хватало элементарных предметов быта. Воды не хватало ни питьевой, ни для умывания. Проблемы были и с питанием, и с газетами, и даже с организацией рабочего процесса. Местное начальство игнорировало жалобы. Отсутствие обратной связи лишало рабочих единственной легальной возможности добиться изменений к лучшему. Кроме того, были и случаи хищения и растрат со стороны начальства. Накануне беспорядков в палаточном городке уже были 2 крупные драки. Вечером 1 августа, вернувшись с работы, рабочие первого палаточного городка не обнаружили воды для умывания и питья. Это было не впервой. Ночью начались беспорядки. Раздраженная толпа рабочих разбила замки автоцистерны и стала распивать из нее квас.
Постепенно к месту стали стекаться и другие рабочие. Началась неразбериха и давка, которая переросла в драку. Те, кому не досталось кваса, пошли в столовую. Децентрализованная группа разбрелась. Кто-то занимались мелким хулиганством, кто-то предложили поджечь столовую, чтобы скрыть следы преступления. Около 3 часов на месте происшествия появилось подкрепление милиции. Они стали разгонять толпу. Люди разбежались, удовлетворенные социальным реваншем. На месте были задержаны 2 парней. Позже следствие не установило за ними особой вины. Однако факт задержания вызвал негодование других участников ночных беспорядков. В знак солидарности они попытались освободить задержанных. В то же время среди участников беспорядков сформировалось активное ядро протестующих. 2 августа люди двинулись к отделению милиции. Некоторая часть тем временем разграбила галантерейный киоск. Здание городского отделения милиции было не защищено. Значительная часть милицейских были сосредоточены у столовой. У милиции протестующие перевернули и разбили дежурную милицейскую машину ГАЗ-69. Забросали здание городдела камнями и палками. Затем они ворвались в помещение городдела, оборвали телефонные провода в дежурной комнате и разбили пишущую машинку. Противостояния участников беспорядков и милиции продолжались с разной динамикой до 3 августа. 3 августа почти 25 тысяч рабочих не вышли на работу. Апогеем восстания стало разграбление Темиртауского универмага. К тому моменту задержанные еще не были отпущены на свободу, поэтому предложение напасть на универмаг не было единогласным. Кто-то хотели напасть на милицию, чтобы добиться немедленного освобождения задержанных. Другие предлагали вернуться к палаткам и ждать там, так как милиционеры обещали привести задержанных к полуночи. Что милиционеры в итоге и сделали. Тем не менее, в ночь со 2 на 3 августа большая толпа окружила и разгромила здание Треста, а потом совершила налет на универмаг. При попытке солдат очистить здание универмага завязался бой. Войска открыли огонь. Один из участников нападения вывел из гаража грузовую машину МАЗ и попытался протаранить цепь солдат. Он был убит. Некоторые из напавших на универмаг были вооружены охотничьим оружием, которое они забрали у сторожей. Со склада взрывчатых веществ были также похищены 2 винтовки и взрывчатка. Той же ночью был разгромлен Темиртауский рынок. Под утро загорелись столовая и овощная лавка. Около 7 часов утра милиция и солдаты разогнали нападавших от универмага. 3 августа солдаты покинули сам универмаг. В последующие часы были предприняты другие попытки продолжить беспорядки, однако к вечеру порядок в Темиртау все-таки был восстановлен. В ходе массовых беспорядков в Темиртау были убиты 11 участников волнений. От 27 до 32 человек получили ранения. 5 из них впоследствии умерли от полученных ран. Со стороны войск и милиции получили ранения 109 солдат и офицеров. 32 из них были ранены из огнестрельного оружия. При подавлении бунта было задержано от 174 до 190 человек. Против 42 задержанных возбудили уголовные дела и арестовали. Остальные были освобождены в течение нескольких дней. Сразу после темиртауских событий ответственные ведомства отреагировали на сложившуюся ситуацию в районах ударных строек. Улучшили продовольственное обеспечение, начали вести воспитательную работу, организовали досуг для рабочих и строителей. Кроме того, в Караганде увеличили личный состав милиции. В своих мемуарах в 1991 году Нурсултан Назарбаев, который начинал карьеру металлурга, вспоминал, что в 1960 году в продуктовых магазинах Темиртау неожиданно появилось изобилие черной и красной икры, лосося, сгущенки и вин. Там же Назарбаев пишет, что второй секретарь ЦК КПСС на тот момент Леонид Брежнев посетил Темиртау, встретился с рабочими и принял участие в нескольких собраниях, организованных местным правительством. Интерпретация такого события, как массовые беспорядки в Темиртау, требует осторожности и разностороннего взгляда. Историк Нари Шелекбаев пишет, что бунт рабочих в Темиртау привел к серьезным политическим сдвигам. Темиртауские события обсуждались на партийных пленумах в Казахстане и Москве с октября по январь. Чиновники были уволены, а первый секретарь Компартии Казахстана Николай Беляев был понижен в должности и направлен работать в Ставрополь.
Увольнение Беляева подготовило почву для восхождения председателя Совета министров КазССР Динмухамеда Кунаева, который, в отличие от предшественника, был из Казахстана и хорошо знал локальный контекст, а также приятельствовал с Брежневым. Есть и другое мнение насчет того, какую роль Темиртау сыграл в карьере Кунаева. В своей диссертации историк Андрей Сушков выдвигает мнение, что темиртауские события 1959 года стали инструментом в подковерных играх номенклатуры, а именно Леонида Брежнева и Динмухамеда Кунаева, которые могли использовать их в своих политических интересах. Кунаев получил повышение, а Брежнев – проверенного друга на посту руководителя экономически важного региона. Так, в своих мемуарах Динмухамед Кунаев связал беспорядки с тогдашним первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Николаем Беляевым. По версии Кунаева, Беляев не придал значения поступившей ему информации о массовых беспорядках. Однако это идет вразрез с документами, касающимися темиртауских событий. После 17 октября 1959 года массовые беспорядки в Темиртау больше не рассматривались, а в принятых по происшествию решениях не упоминалось ни имя, ни должность Беляева. В конце концов, Николай Беляев лишился кресла главы Казахстана не сразу после событий в Темиртау, а только через год, когда почва для его отставки была достаточно подготовлена. Спад массовых волнений, которые захлестнули советский Казахстан при Хрущеве, Владимир Козлов связывает с разочарованием граждан в коммунизме, бороться за который больше не имело смысла. На смену коммунистической идее пришел массовый конформизм, потребительство и индивидуализм брежневской эпохи. Власть вовремя распознала сигнал и начала раздавать приятные материальные подачки основным социальным группам советского общества. Дружить с властью стало гораздо выгоднее, чем бороться против нее за справедливость и призрачные идеалы революции. В период правления Брежнева в национальных республиках зарождались новые очаги сопротивления распадающейся системе. Здесь конфликт между человеком и государством опирался на более устойчивые и изначально конфронтационные по отношению к Москве националистические идеи. Желтоксан, 1986 год. Одно из самых трагических и важных событий в современной истории Казахстана – Желтоксан, или декабрьские события 1986 года. Если темиртауские беспорядки стали точкой восхождения Кунаева к зениту его политической жизни, то декабрьские события, напротив, подвели черту его карьере. За это время, пока Кунаев был у руля советского Казахстана, а это ни много ни мало почти 30 лет, ВВП Казахстана вырос в 8 раз. К 1989 году численность казахов достигла 6,5 миллионов человек. Для сравнения, в 1959 году численность казахов в республике составляла менее 3 миллионов человек. Вместе с социально-экономическим ростом росло и национальное самосознание казахов. Например, в 1963 году начинается история неформального молодежного объединения «Жас-Тулпар». Само существование такого объединения молодых интеллектуалок и интеллектуалов, которые родили за казахскую культуру, уже был мощным политическим актом. В 1985 году, когда генсеком ЦК КПСС стал Михаил Горбачев, Кунаеву было 73 года. Он был представителем Старой гвардии и начинал свою карьеру еще в 40-х. Горбачев, провозгласив перестройку, стремился заменить таких ветеранов КПСС, как Кунаев, и провести реформы в стране. Когда осенью 1986 года Кунаева не пригласили на заседание Политбюро, он все понял и сообщил Горбачеву, что подаст в отставку в ноябре того же года. О том, кто займет его кресло, было неизвестно. У Казахстана были свои кандидатуры. Бывший глава КГБ КазССР и действующий секретарь ЦК Казахстана Закаш Камалиденов и председатель Совета министров республики Нурсултан Назарбаев. Однако Горбачев выбрал на главный пост не местного чиновника, а Геннадия Колбина из Ульяновской области России. Шеликбаев отмечает, что это назначение продемонстрировало, что демократизация, которую провозгласил Горбачев, была для столичной публики в Москве и метрополии в целом, в то время как национальным республикам приходилось довольствоваться прежними принципами управления, то есть без глубинного знания местной экономики, политики и культуры.
Однако молодежь в Казахстане, рожденная и выросшая при Кунаеве, с таким положением дел мириться не собиралась. К полудню 16 декабря по Алматы распространились слухи об отставке Кунаева и назначении на его место неизвестного в Казахстане Геннадия Колбина, который ранее 3 года руководил небольшим регионом на юге России. Любые сравнения Кунаева и Колбина были не в пользу последнего. Ведь Казахстан был второй после России по размеру территории республикой, где находились критически важные для экономики СССР объекты. Особенно встревожили эти слухи городских жителей, на себе ощутивших, как улучшилась жизнь к 80-м. На стороне Кунаева были и авторитет, и заслуги. Утром 17 декабря алматинцы начали стихийно собираться и двигаться в сторону площади имени Брежнева, где находилось здание Компартии. Сейчас это площадь республики, а в этом здании находится акимат города Алматы. К полудню на площади уже насчитывались тысячи человек, многие из которых – студенты. Собравшиеся ожидали, что к ним выйдут и объяснят кадровую перестановку. Они ждали Кунаева. Но он так и не вышел. Есть разные версии относительно того, почему Динмухамед Кунаев не появился на площади. Некоторые источники сообщают, что не захотел, другие, что ему помешали. Колбин тем более не собирался выходить. В итоге к собравшимся отправили Назарбаева и председателя Верховного Совета Саламата Мукашева. К ним, впрочем, собравшиеся остались безразличны. Люди не хотели расходиться. Когда несколько протестующих попытались подняться на трибуну, их задержала полиция. Это привело к эскалации. Собравшиеся потребовали отпустить задержанных. Милиция отказалась. Начались столкновения. Спустя несколько часов милиция при поддержке спецназа оттеснила протестующих с площади. К вечеру 17 декабря в Алматы мобилизовали 8 тысяч милиционеров и солдат, формировались народные дружины. Свидетели сообщали о жестоком подавлении безоружных протестующих. Их избивали, задерживали и увозили в милицию. Когда отделения были заполнены до предела, следующих арестованных отвозили на окраины города и оставляли на пустырях. Впоследствии задерживались не только участники протестов, но и их родственники и друзья, которые отправлялись на поиски своих близких. 18 декабря люди снова начали собираться на улицах и двигаться в сторону площади. К тому времени число милиции и спецназа достигло 19 тысяч человек. Столкновения с протестующими стали еще более ожесточенными. К вечеру протест был подавлен. По официальным данным были задержаны более 2000 человек. Однако, по словам поэта и общественного деятеля Мухтара Шаханова, задержанных было в 3-4 раза больше. 56 человек были госпитализированы. По разным данным, в протестах участвовали от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Когда информация о протестах молодежи в Алматы распространилась по стране, студенты в знак солидарности выходили на улицы своих городов. Демонстрации состоялись в городах Талдыкорган, Шымкент, Жезказган, Аркалык, Караганды, Усть-Каменогорск, Кокшетау и Павлодар. Всего в период с 19 по 25 декабря в разных городах Казахстана на протесты вышли около 2000 человек. 281 из них были задержаны. В Алматы, по официальным данным, погибли 5 человек. Ербол Сапатаев и Сергей Савицкий были убиты. Сабира Мухамеджанова скончалась от полученных ранений. 16-летняя Лизат Асанова покончила жизнь самоубийством. Кайрат Рыскулбеков был найден повешенным в камере. Однако истории многих других участниц и участников протеста остались неизвестны и не изучены. Последствия декабрьских событий были долгими, начались репрессии в вузах. Сотрудников увольняли, студентов исключали. Это сказалось на жизнях и карьерах сотен людей. 99 человек получили тюремные сроки. Только половина из них были реабилитированы в течение 4 лет. Пострадавшие в ходе протестов были очень подавлены и не обращались за помощью, не пытались искать справедливости, потому что это поставило бы под угрозу их жизнь и свободу. На участниц и участников протестов начали вешать ярлыки алкоголиков и наркоманов. Это излюбленная тактика властей по дискредитации любого протеста. Их также клеймили националистами и шовинистами.
В 1987 и 1988 годах была развернута целая общественная кампания по очернению декабрьских событий. В ней приняли участие и общественные деятели. В отличие от других протестов, о которых мы говорили в этом эпизоде, участники декабрьских событий в Алматы протестовали не за улучшение условий жизни, а за право участвовать в политике и жизни страны. Желтоқсан стал началом целой цепочки протестов по всему Советскому Союзу, с которым Москва так и не смогла справиться, и который в конечном итоге ускорил коллапс СССР. Над подкастом работали авторка идеи и продюсерка подкаста Айслу Тойшубек. Эпизоды на русском и казахском языках редактировала Аружан Амалова. Сведение и мастеринг эпизодов сделал Константин Кохан. Обложку подкаста нарисовала художница Ранель Шахан. Джингл написала композиторка Асл Алмаханова. Материалы на казахский язык перевел Фридрих Шихртке. Эпизоды на казахском языке озвучила Жанна Капасова. На русском языке Айслу Тойшубек. Текст в начале и в конце эпизодов начитала Аружан Амалова. Настоящий подкаст стал возможен благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию USAID. Ответственность за содержание несет товарищество с ограниченной ответственностью Bulbul Studio, и оно не обязательно отражает точку зрения USAID или правительства Соединенных Штатов.